fiqhdan bizning nindi tema boradiriya? Никах темасы борадырия. Я уже в начале урока сказал, люди не изучают сегодня никах, вопросы никаха должным образом не изучают, и не изучают рада, и также не изучают, к сожалению, талак. Из-за незнания проблем очень много в этом вопросе. Никах читают, не знают условий никаха даже. Махар вообще куб жерлерде, в некоторых странах просто уже никто не поминает махар. Почему-то даже в мусульманские регионы, қарайсың, махар турында 0, внимание. Вот никах болды, а махар, білмеймін, махарға айтмадылар бір нәрсе. Бір нәрсе берірсе шунда деділер қойдылар. Алай ғана болмай ол. Как так? Вот поэтому бүгін біз сіздің білен никах темасын продолжаем. Мында фудули никахы бар, аны мен қысқа ғана айтып өтамды, көшебіз неге? Махр мәселесіне көшебіз. Фудули деген мәселе бар. Вот человек не является ни валием, ни родственником твоим, просто знакомый. И он увидел, например, узнал у кого-то в какой-то стране, может быть, в какой-то деревне, в каком-то городе, например, узнал, что хорошая, благочестивая женщина есть или девушка, а у него друг есть или там сосед есть, да, знакомый, ищет жену. И с валием, с попечителем этой девушки договаривается. Вот мен аның исеменнән дей, от его имени давай не там дей. Акт бракосочетания, никах. То есть узена тугел аңа, для него. И потом только фудули, букши фудули, договариваются, и он приезжает потом, и букши говорит, вот я знал, что вы искали хорошую жену, я услышал, там-то, вот, келіп кетіп сізге хабар еткенше вақыт кетер деп айтты, ойладым да, вот мен шулай тұрып, ақды никах қылып етіп келдім фудули болып. И человек, если скажет, я принял это бракосочетание, то это никак действительно. А если скажет, мен уже тапқан мен керекме, там, или бұл шахардан керекме, yok дейса, риза болмаса болмай. Вот такой, шуның үшін анда фудулийнің нәрсәді, ва вуқифан никахул фудулия аля иджазаты де, иджазатқа барып тоқтап тұра. Пророк саллаллаху алейхи вассалям женился таким образом, пайғамбарыбыздың тұрмышында болған хәл бу. Умму Хабиба деген супругасы канат тахта Убайдуллах ибн Джахш. Она была замужем за Убайдуллахом ибн Джахшем. Фамата би ардл хабашати, и она умерла, то есть он умер, Убайдуллах умер, когда они были в Эфиопии. Первое путешествие, да, переселение мусульман. И тогда фазавваджаха Наджаши ан-Набия саллаллаху алейхи вассалям ва амхараха анху 4000 дирхам. И Наджаши бу хатынны пайғамбарыбызга никахлады. Пророк саллаллаху алейхи вассалям находится в Мекке, а Наджаши никах, как фудули болып, никах нетті. Шушу хатынны Расуллахка бердім. И махр определил 4000 дирхам, 4000 дирхам. Вабаасаха ма Шурахбиль. И вместе с человеком по имени Шурахбиль ее отправил к пророку саллаллаху алейхи вассалям. Факабиля саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям принял ее. Вот этот никах называется никах фудули. И в торговле тоже может быть шундай. Вид акт торговли, да, купли-продажи. Например, какой-то твой знакомый, который не является ни валием, ни там кем да тугел синет, он просто увидел машину кайдадур, а сен ищешь такую марку, хорошее состояние, и давай-ка договор не тогда, сине келебейта, вот мен шундай машина, мен подписал договор, шундай фудоли это. Если сен говоришь, давай я возьму, все, одобрил, иджазат бирдин, ол торговля действительно. Если нет, то не действительно.
bu nikahda da bor endi. Turli sabablar bilan bo'lishi mumkin. Не обязательно всем вот так надо искать там жениться degan so'z tugul endi. И идем дальше. Махри ва ахкамихи. Теперь раздел о махре и его хукмах. Что такое махр? Махр в Коране Аллах повелел. Bilib qo'ysin butun kishi. Xotinlarni begrak ushsiz etib yubordilar uzoq qilmadi. Последнее время слишком таки хотят, чтобы дешевая была женщина. Но в какой-то мере они сами тоже виноваты. Birov azrakkina quloqlarini tepsa-da yugurib chobalarni. Любой bir ahmoq по ушам грубо etib aytsang, neta и лапшу вешает, алар быстро шоналарда все o'ldim, kuydim, yondim, там aldasalar, romantika tegilar, bular, а потом в тихаре сидят, это мальчики издеваются, а bular yugurib aning ortidan shovib yuradilar. Так o'zingni qadringni bil. Если сама не знаешь себя цену, кто будет тебя ценить-то? И очень много, к сожалению, таких женщин, которые очень дешево готовы отдать, вообще бесплатно отдать себя. Никах когда барбит мейлер, поэтому и институт никаха бүгінгі күнде очень такой, ауыр. Хорошие девушки есть, из-за таких плохих женщин они все страдают. Потому что потребность мнашулар билан олар ниталар, уткаралар, и поэтому до 40 юрилар үйленмейлер, до 30, до 40. А зачем жениться? Да, каждый день с разными этой проводит. Сен бит маймун түгел бит энди. Ортын кызартып шоу бир-бирсинин ортуна югүрүп йөргөн маймуннар түгелсиң. Но мында хатын кызлардын үзләре дә виноваты. Үзегезнең хакны белегез, үзегезнең кадерегезне белегез. Тугры булыгыз. Аллах Кур'анда нәрсәди? Ва атун нисаа садуқатихинна нихлатан. То есть, урысчасын әйтсәк, давайте женам их брачный дар, имеется в виду махр, да, от чистой души. Искренний хлас белән йөрәктән бирегез ул нина. Бирмәсәк ничек булас? Минимальныйсы күпме аның ди. Мен недоволен, аның ди мен булай тутыра. Сен бит инде кукла алмыйсың сен. Целый birovning qizini olasan, umr bo'yi o'stirib, senga tarbiyalab, ilm berib, ana oshatib, kiydirib, bir xizmat eyasan senga topshirib et. Endi shu minimumdan so'rab o'tirma sen unda. Azrakkina tigi shidrs проявляй. Ул аның darajasi ул, xotin-qizning darajasi mahar. Поэтому ученые что говорят? Сура Ниса 4 аят. Xotinlarning qadrin oshiruv degan so'z bu. Mahr это ценность женщины поднятна. Shunday ma'noda. Aqallul mahri 10 дарахим. Здесь сразу автор самого минимального начинает, а максимального нету. Ул ягы юк аның. Бу яктан башлый поэтому. Минимальный махр это 10 дирхамов. 10 дирхам. Один дирхам, османский дирхам, по-моему, 3 с чем-то. Короче, он дирхамин около 32 грамма серебра будет. 32 грамм. Но поскольку сегодня серебро дешево, очень дешево стало. Серебро арзан болып кетті. Поэтому bu бүгінгі күндегі өлшесең анда 2000-3000 гына була ул. Даже 100 сомнан по 100 рублей граммын считать етсең да 3200 гына була ул. Поэтому современные факихи что говорят? Раньше 200 дирхам серебро это нисаб был, 200. Вот тогда 10 дирхам это 1/20 часть была. Шлайма? Если 200 дирхам серебро это нисаб заката, то 10 дирхам аның нәрсәсе була? 20-дан 1 була. А сегодня по серебро түгел по золоту нисабны аласың да, например, по золоту сегодня ким нешеге айта? Где-то 700 тысяч деп қойганнар нисапны, где-то там 400 или 500 мы. Шуларның, шуны аласың да 20-дан 1-ін етесің.
Если 700 bo'lsa, 20 dan biri bo'lsa 35. Если 600 bo'lsa, 20 dan biri bo'lsa, ko'pmi bo'ladi? 30. Shulaymi? Если 500 bo'lsa, там 400 shulayroq. 15-20 тысяч bo'lami в рублях, 30 тысяч bo'lami endi. Это минимум. Но 32 грамма, если только серебро посмотреть, то это очень дешево получится. Самый дорогой серебро, по-моему, проба соленщик, 100 сум тұра, 100 рублей. В этом случае даже 5000 не будет. Шуңа көрә бигрәк теге курымсак булып китмәскә, сарымсак кебек сасап. Сен хатын аласың, сен бер сарык алмайсың. Итте сарыклар 15 тысяч стоит. А монда сен 2000-3000 беріп хатын алырга уйлыйсың менә. Кайберсе шуны да бермәй. Потом да менә акча кулга тейсә дә, әзрәк эшләсәк, августта бирәм дә, июльдә бирәм дә. Кайсы елныкын әйтмәй ишә. 30 елдан соң августта бирәм икән ул. Бигрәк хитрәләр күбәйеп киткән инде. Bütün нәрсәне на халяву хотят. Bütün нәрсә, чтобы бушка булсын. Монда работа идет. Үткән отнада, в субботу. Без Раушан белән кушать готовим. Целый казан кушать готовим. И икәү иномаркада килделәр, дигәндә оставили машину, подходят. Люди работают, о работе вообще никакой вопрос yok. Я думал, хәзер эш сорыйлар дип ди. Килделәр дә, здравствуйте. Когда будет? Казанга кусает, на казан показывают, когда будет ты? Мы там что, когда? Плов ты. Мы здесь не плов, мы там будка, каша, перловка, полный казан. Для рабочих мы там. Повернулись, все, киттеләр, иномаркаларына утырдылар да саптырдылар. Икесе дә мен шундай тулган иткән егетләр, здоров. Ослык түгел бит, а? И потом задумался, мы там, субханаллах, если будет голод, что будет? Әле очлык юк. Кеше менә шулай торып, теге уят та юк, ни да юк. Bütün халява булса, bütün теге совестен теряют люди. Шуның өчен әзрәк юмартлык күрсәтәйек, туганнар. Менә бу өйләнгән вакытларда да бигрәк теге саран булып китмәскә кирәк. Минимальный махр 10 дирхама. Без бүген әйттек инде аның 20-дан бер нисапның 20-дан бер өлешен бирсәң, ну около 25-30 тысяч хотя бы. Это минимум. لا مهر أقل من 10 دراهم. Вот у нас есть далилы. Имам Дарукутни передает, имам Байхаки передает. Нет махра меньше 10 дирхама, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Также Алидан передается, он сказал: لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم. Руки не отрезают, қолны кесмейлер 10 дирхамнан азайбірге. Меньше, чем 10 дирхама, это четверть динара будет. Четверть динара. Динарның 4-тан 1 өлеше була. 1 динарның 4-тан 1 өлеше. 10 дирхам. 10 дирхамнан азга қол кесілмей. ولا يكون المهر أقل من 10 دراهم. И не бывает махр меньше, чем 10 дирхамов. Идем дальше. فتجب العشرة إن سمى دونها وإن سمى قيبرسند سمية دب كيلجان الوقت مجهول قيبرسند. فتجب العشرة 10 будет обязательным, واجب будет إن سمى دونها, если назвал никах вакытында меньшего. Например, там bir фанта алып берәм, менә бергәләп эчәрбез диде, мәсәлән, или там кока-кола алып берәм ди, bir чупа-чупс мында. Или там 1 кило яблоко дейме, менә хабашитләрнең никахы кебек. Килограмм апельсин дей берсе. Никах буламыни, аның белән точ махр буламыни ул. Если меньшего назначили во время никаха, все равно нәрсә була 10 будет ваҗибым. Ва ин самма гайраху, и даже башкасын әйткән булса да, другой махр если назначил. Фал мусамма. Вот то, что назначено, это будет обязательно. Айнда маути ахадихима. Вот махр был назначен, никах уколда, и теперь один из них умирает.
все равно нәрсә була, ул махрны инда маути ахадихима бирергә тиеш була. Ау инда халватин саххат. Почему монда бирелә? Если хатын үлсә, аның якыннарына бирелә. لأن النكاح يعقد للأبد, потому что никах абадигә эшләнә. Бұл дөньяда гына түгел, ул берәүгә өйләндеңме, все, если ты попал, навсегда попал инде. Дигәндә дә кутыла алмассың. Артыңнан йөгереп килеп куйрыгыңнан тотып алып китер. Вот поэтому өйләнгәндә карап өйләнергә кирәк, кемгә өйләнергә. Ул никах постоянно эшләнелә. Шуңа күрә, менә монда нәрсә дәй, берсе үлсә дәй, все равно шушы назначенный махр бирелә. Ульмада, не умер никто, муж или жена, никто не умер. Получилось как? Ау инда халватин саххат. Развелись, то есть монда пока развод турында сүз бармай. Халва сахиха булды. Ау инда халватин саххат. Есть аль-халватул сахиха. Аль-халватул сахиха ул нәрсә дигән сүз? Уединение. Никах укылганнан соң жених и невеста остались наедине вдвоем. Препятствий юк аларның. Бернди теге ни свидетелей нету. Остались. Это оставание вместе называется халва сахиха. Вахия, это что такое халва сахиха? Ан ла юджада мани'у ват'ин хиссан ау шар'ан ау таб'ан. Значит, остались вдвоем, и препятствия не было по шариату, чтобы совершить близость. 3 вида препятствия могут быть. Хиссан. Хиссан, например, болезнь. Есть у одного из них болезнь, из-за которого невозможно совершить близость. Оба, может быть, или один. Ау шар'ан. По шариату. По шариату, например, месяц Рамадан днем оба держат уразу. Или в намазе были, фарз намаз, да. Или же в храме были. Сейчас перечислит потом. А табаан табиат ягыннан. Это можно сказать и по шариату. Потому что нифас или намакей хайз. Вот поэтому дальше карагыз. Камарадин ямнауху. Как, например, болезнь препятствует. Васауми Рамадана, или за месяц Рамадан. Васалати фардин ва ихрам. То, что мы уже сказали, в намазе были, да, или в храме. Он препятствием не является, блар. Вахайдин ва нифасин. Бихиляфил джабби вал уннати вал хиса. В отличие от джабба. Джабба нәрсә дигән сүз? Кат'у закар. Ну, у кого-то, например, что-то случилось, теге джинси агзасы киселеп киткән мәсәлән, какую-то часть может быть. Или унна дигән сүз, кауну раджули ла якдиру алал джима. Человек, например, не может джима совершить по какой-то причине. Или, например, не может совершить джима ни белән, бикр белән, девственницей. Или с определенной женщиной. Например, родственница, ислам же разрешает, теге на двоюродно, троюродно, да, ул гомер буе бергә яшәп йөргән, теге аның белән ит алмый инде. Вот бу случайлар все равно, вот это то, что мы сейчас перечислили в конце, не является препятствием. Если остались, все это считается халва сахиха. Ва нисфуху би талакин каблаха. Вот получается, махар назначен, кто-то умер, например. После того, как халва сахиха булган, или развелись, масалан, да, яртысы бирелә. Халва сахиха булмаган булса, полностью бирелә, а если халва сахиха то есть булмаган булса, ул вакытта менә хәзер караек. Ва хайдин ва нифасин би хилафил джабби вал уннати вал хиса ва нисфуху яджибу нисфул мусамма би талакин каблаха. Ай кабла
аль-халвати сахиха. Если халва сахиха еще не было, наедине не остались, вот эта причина, которую мы перечислили, не было, и они не остались, получается. То есть бірге булмаганнар, развод болды. Иногда бывает, тиргашып кетелер да, никахтан соң үйлеріне қайтып кеткенше уже талақ бере, мәселен. Аллах сақласын, в жизни всякое бывает. Халва сахиха не было, они наедине не оставались. Или остались, там какие-то причины были, из-за которого не считается это халва сахиха. В этом случае половина махра дает. Ва ин лам юсам фал мут'ату каблаха. Инданда названо болса, махр, например, какой-то махр, 50 тысяч мандан бір машина берам деген болса, и теперь халва сахиха булмады, не было, то есть они наедине не оставались, и развод болды. Вот эта сумма половинасын дает. Например, 50 тысяч дегенмеді, 25 тысяч дает. А если халва сахиха булган болса, он потом придет, анда полностью берілі уж. Халва сахиха булган болса, полностью отдает махр. И даже развод болса да. Ульса да или развод болса да. А теперь никах укганда не назвали махр. Ну, какой-то махр даст дегенда, ва ин лам юсамма фал мут'ату каблаха. Без, не назначили махр, читали никах и потом развод. Если халва сахиха, то есть наедине не оставались, тогда мут'a дает. Мут'a это что такое? Мут'a от головы до ног бір киім. Некоторые ученые говорят, столько, сколько нужно прикрыть аурат и намаз читать. Намаз укырлык, мына киім, үскі киім, үстан кетірген, шундай бір киім, и еще платок, мына. Бір баштан аяқ киім обязательно было. Беру. Махар урнына. Если не назначили, махар читали никах, и халва сахиха не было. Ва махруль мисли ба'даха. А если халва сахиха булган болса инда, халва сахиха булган болса, махруль мисль. Махруль мисль это что такое? Попозже придет он. Махруль мисль, например, девушка на ее уровне, да, девушки, ее возраст примерно, из ее рода, в первую очередь. Если нет таких, то из других родов, из других там семей. Сколько примерно махар берут, вот столько дается махар. Васахха никаху биля зикри махрин. Никах действительно будет без упоминания махра. То есть, если читали никах и без махар не определили, все равно никах дурус, но этот долг остается у мужа. Муж все равно обязан будет дать махар. ومع نفيه وبشيء غير مال متقوم وبمجهول جنسه. Значит, никах действительно без упоминания махра или опровергает, например, да, никах читали, давай без махра не будем читать никах, так договорились и отказались там, да, от махра. Все равно шариат говорит, yok, сен берерге тиешсің, аның хақын берерге тиешсің. Или на махар такое имущество назначили, да, мал, который не является для мусульманина ценным. Малун гайра малин мутакаввам. Каан тазавваджа муслимун муслиматан аля майтатин. Например, мертвечинага, ульган бір неге, аудамин, или кон, например, да, или хамр, например, давай махарга я тебе дам там 20 бутылок там коньяк там, или макейлеранда. Алкоголь, мәсәлән. Ау аля хинзирин, мәсәлән, или чучка, хатын айта бер 4-5 чучка алып берерсең инде дейме. Никах булгач ди. Ул гайра мутакаввим була. Или маджхул джинсихи. То есть махрны айттылар, но конкретно айтмадылар. Мәсәлән, каан тазавваджа аля даббатин. Ну, животное какое-нибудь подарю деди. Или какую-нибудь там, ну, рубашку дам, мәсәлән. Конкретно айтмады. Или дом куплю деди. Или, мәсәлән, в наше время машину дейді.
Не сказал Жигуль манда, Москвич мы, Запорожец мы, или Намакелеранда, БМВ манда. Не определенно, просто машина дед. Лошадь дед, mesela, да, конкретно айтмады. То есть хайван дед, mesela. Лошадь тугел хайван дед. Мундай случайларда нәрсә була? Ваяджибу махрул мисли кама марра. В этих случаях тоже махрул мисль. Махрул мисль будет. Запомнили? Халва сахиха нәрсә дигән сүз, махрул мисль нәрсә дигән сүз. Махрул мисль обычно девушки ее уровня, какой махр берут, вот этот махр будет. Ау сифатихи, или, مثلا, конкретизировал махр, например, сказал, Жигули подарю, да, год не сказал, цвет не сказал, год там, да, ансын айтмады. В этом случае нәрсә? Фал васату. Мында уже сифаты неизвестно. Джинсы-то известно, маркасы известно, но сифатын айтмады. Какого года, mesela? От бүләге там деді, да яшын айтмады. В этом случае нәрсә була? Средний. Вот, например, средний машиналар, там, Жигули манда, Мерседес мы дип әйткән, но елын айтмаган, нисен айтмаган, шул уртачасын алып бирә. Или же суммасын бирә. Суммасын. ولو كان بخدمة الزوج العبد تجب هي. Ну, теперь это безнең заманны не касается, или заманның мәсьәләсе. Раб хотел жениться, например, и теперь нәрсә, я буду служить тай, хезмәт кылам дип өйләнсә. То есть служить буду жене десе, мәсәлән. В этом случае ничек була хия тай, то есть шушы махр, шушы хезмәт, хия дигән аль-хидмату. Вот эта служба будет как махар булуы мумкин. Также монда килә кайбер мәсьәләләр, ولو كان بهذا العبد أو هذا العبد فمهر المثل إن كان بينهما. Буларны инде бик ваклап әйтеп тормасак та була инде. Мәсәлән, элекке заманда бу кулны или бу кулны дип, мәсәлән, берсен менә шул ике кулдан берсен бүләк итәм махарга дисә, в наше время, например, два барана, например, этот баран или этот баран отдам дисә, мәсәлән. И махар мисль, то есть один баран, например, дорогой, а другой дешевле, да? А махар мисль середина. Если булса, ул вакытта нәрсә яҗибул ахасу лаудунаху. Если махар мисль ниже була торган булса, вот этот ниже сен бирә, дешевле баран отдает, или там конман да нәмәкәй. Вал-а'азу лау кана фауқаху. Если выше була торган булса, тогда лучшысын бирә. Бу мәсьәләләрне теге машина булуы да мөмкин бит инде хәзерге көндә. Подробно сөйләп утырмыйбыз. Или монда килә, тагы нәрсә килә? Әгәр дә никах укыса, например, обещает, вот человек приехал из другого города или даже в своем городе, да, девушке говорит, вот махарна мин 1000 дирхам бирам, 1000 дирхам дам махар тебе и не выведу, не заберу тебя в другой город из этого твоего города, из твоей деревни, авылыңнан, шәһәреңнән алып китмәем дип турып, 1000 дирхам дай. Әгәр алып китә торган булсам да, если увезу, то 2000 дирхам дип условие куйган булса. Ул вакытта ул ва ин ваффа ва акама фа альфун. Если держит свое слово, да, и 1000 дирхамов дает. Если не держит, тогда махруль мисль дает. Если махар мисль 2000-нан артык булмаса, или 1000-нан аз булмаса. Бу мәсьәләләр тоже бик мөһим түгел, шуңа күрә үткәрәбез дә. وإن شرط البكارة ووجدت ثيبا لازم الكل. Если условие куйган булса, вот во время никаха поставил условие, да, если девственница, то будет махар дисә, мәсәлән. И потом она не девственница, то все равно
полный объем махра должен давать. Потому что махр не дается за эти вещи. Потому что махр, то есть бикр и сайиб, да, икisi de bir тегиз. Например, человек женится на девственнице, махр то же самое, минимальный махр 10, а сколько она попросит, это ее право. Или женщина с детьми даже замуж выходит. Махрда ол теги бакарат сатылмай ол. Тем более по разным причинам, турлы сабаблар белән дә по болезни тоже может девушка потерять это. Поэтому махрна аның белән бәйләнмәй. Бәйләсәләр дә шарт итеп все равно полный объем махра отдает. Никах фасид булса теперь. То есть условия никаха не соблюдены и читали никах. Там несколько вариантов бар. Если близость еще не было, тогда никакой махр не отдает, потому что никах был недействительным. Греха не будет. Почему? Потому что Аллах ошиблись, думали, вот не та деп, шуңа күрә греха не будет деп әйтмәйбез. Монда килә ва ин вати'a ясбуту насабу мин вақтил ват'i. Если близость тоже был между ними, никах фасидта. В этом случае, если близость булган булса, если бала булган булса, например, насаб шушы вакыттан исәпләнә ул. Насаб. Хотя никаха не было по шариату, но зина баласы деп считlanмый. Этот ребенок, если после этого родится, не считается незаконнорожденным. Почему? Потому что по ошибке алар преднамеренно зина не совершили. По ошибке алар никахның условияларын үти алмаганнар, а потом развелись, кеткәннәр инде. Вот махр мислен аңлатабыз да шуның белән туктатабыз. Ва ю'табару махру мислиха мин кауми абиха синнан ва джамалан ва малан ва аклан ва динан ва баладан ва асран ва бакарatan ва сиябatan. Махр мисль. Что такое махр мисль? Подобно махр деп келе. Девушка замуж выходит. И махр мисль ничек була? Ее махр мисль из рода, из родственников отца. Атасының нәселеннән, каумыннан девушки. Ее возраст, например, 20 лет болса, 20-летняя девушка из рода отца, сколько махр берет девушки обычно? Вот это, да? Джамалян, красота, вот уровень ее красоты примерно. Мал, имущество, байлык ягыннан. Аклан, ум ягыннан. Динан, соблюдение, мәсәлән, да, тоже хиджабта, мәсәлән, намаз укый, нита, уразу держит, соблюдающие. Әлләнди түгел инде. Город, мәсәлән, яшәгән урыны даже карала. Бәләдән, авылда яшәйме, шәһәрдә яшәйме, там, кайда яшәй. Век, время, в котором 200 ел яшәп үткән абисының нисене белән түгел инде. Бакаратан, то есть девственницалар, мәсәлән, аның уровенем. Вот сиябатан или не девственница булса, тогда сколько берут обычно махр, сколько берут из рода отца женщины. Вот менә шушыларда үлчәнә. Фа ин лам юджад минхум фа минал аджаниб. Если в роду отца нету таких, тогда смотрят на другие роды, то есть башка родословнияларда, башка семьялардан чужие. Лал то есть әнинең нәселе каралмай. Ва каумихада ин лам такун мин кауми абиха. Если она не из рода отца. Иногда же бывает, например, человек женился на дочери своего дяди, мәсәлән, двоюродная сестра, мәсәлән. Ул вакытта ул нәселгә карау мөмкин дип килә. Махр бывает в двух видах. Муаджал и муаджал. Муаджал это значит сразу накд, да, ничек было наличный, да, наличками. Сразу берет реген махр. Муаджал значит время назначает через месяц мында фалан туган шуны әйтелне. Какой махр булса, шушыны берергә тиеш. А если не определен был, не махр муаджал и не махру муаджалда, ул вакытта
обычно сколько берут, какой махр берут? Во многих местах, в некоторых странах принято махр не сразу. Ko'p yerda mana Aziya yoqlarında da bir narsa abishat etib so'ngdan olib bera. Ul как mutaarif deb kelami bunda. То есть урфка kirgan bo'lsa, где-то какой-то обычай bo'lsa, если не определили наличный махр или на реализацию bo'laman deb потом давать. В этом случае в городе какой нейта, шунысын бера. В этом местности если муаджал bo'lsa, muajjal bo'lsa, muajjal bo'lsa. Вот интересный момент есть. وقبل أخذ المعجل لها منعه من الوطء والسفر بها ولو بعد وطء برضاها بلا سقوط النفقة. Человек обещал махр муаджал. Наличный махр обещал. Вот mana nikahdan so'ng borabizda muajjal сразу olib beram. И человек еще не отдает, хотя обещал сразу дать, и не отдает махр. Женщина, девушка, имеет право не подпускать к себе. То есть близкие отношения, может сказать, yok. Пока махрны битуламисың, иди отсюда, десе mesela. Или пока махрны сен бит olib bermading, не путайте, махрум муаджал турында сөз бара. Налично, то есть сразу деп айтты да алып бермей хаман. В этом случае она имеет право отказать ему. Сказать нет, пока yok. Или путешествовать. Может сказать, нет, сенің белән никуда не поеду. Махрыңны бер да вот на край света этой. Валау ба'да ватин. Даже если биридоха, үзе ризалашып, якынлык булса да, все равно. Сафар кылмаса да, мәсәлән, биля сукут нафака. То есть здесь нафака тушмай барыбер. А вот еще без вместе живем, поэтому я не должен кормить ее тугель. Ты будешь кормить. Махарна обещал, не отдал, живете, но содержать ты обязан уже. И сафар. Сафаргада без его согласия куда-то к родителям сафарга китергама она имеет право. Мында, вот после замужества ведь с его согласием куда-то на сафар. А махр муаджал обещал и не отдал еще, она имеет право без его согласия. Но это не означает без махрама куда-то уехать. Деган сөз түгел. Сафар кылуы мумкин без его согласия, конечно, с махрамом. Атисы беләндер, брата беләндер. Мында тагы бер мәсьәлә килә, шуның белән тамамнала. Ну, ихтилаф булса, мәсәлән, мужчина в сафаре. А вот еще бір момент. Махру муаджаль теперь. То есть махр, если человек обещал второй вид махра. Не на никахе, то есть не сразу махр дать, да, а потом, мәсәлән, срок определили. Через год, 6 месяцев. В этом случае она не имеет права отказать ему. И вот этот тегенилер, сафарга, шапкитулар без его согласия. Нет. Здесь речь шла о первом виде махра. Муаджал. Налично, сразу, или хазар никахтан сунг бирам, или никах хактында все обещал, накат бирам. А потом не отдает. Это другой случай. Шушу случай, да. А если обещал потом дать, и она согласилась, после этого, до этого срока, все уже ждет и выполняет өзінің обязанностьларын. Но если изгыш келіп шықса, например, мужчина был в сафари, отправил что-то, и потом приезжает, он говорит, это был махар, и она говорит, нет, это не махар, это был просто подарок. И алар пришли к судью разбираться. Он говорит, это был махар. Судья принимает его слово. Потому что он отдал, она признается, что он отдал вот эту сумму. И он говорит, что это махар. Его слово берет. Но только этот хадия, но она говорит, это подарок. Если этот подарок был быстро, продукт, который быстро портится, может, хороший торт отправил, да. Или там бір мешок там картошки бергенмін да. Или еще нема кейдер отправил. Ну, суммасы, конечно, тоғры келетірген болса. Конфеты, коробка, печеньелер, нема кейлер.
продукты, mesela. Ул вакытта его слово не берется, что это махар. Аның сүзе нителне хадия булган дип әйтәләр. Но если ул 1 тонна пшеница, mesela, не портится, ул тура, ул сатырга мөмкин, аны деньги можно, за деньги можно продать, или башка әйберләр, mesela, шундый. В этом случае ул махар дип исәпләнә. Менә шушы урында туктайбыз. Киләсе дәрестә никах неверующих, то есть никах не мусульман. Кайсыларыныкы для нас считается никахом, кайсыларыныкы никахом не считается. Вот аларын без киләсе дәрестә үтәчәкбез. Менә шушы урында дәрес тамам. Еще раз повторяем. Никах на самом деле это очень важный вопрос, потому что все стараются жениться, и также женщины замуж выходят, девушки, и дети, и так далее. В повседневной жизни эти вопросы пригодятся. Һәр көнне кирәкле мәсьәләләр алар. Мәһр мәсьәләсендә игътибар күрсәтәйек. Шулай ук, иншаллах, впереди вопрос радаата, кормление грудью. Это тоже очень важный вопрос. И потом талак мәсьәләсе килә. Талакны да өйрәнергә кирәк. Раббана тaqabbal minna innaka bi rahmatik.